Первым пунктом визита Льва Кузнецова в Джайрах стал физкультурно-оздоровительный комплекс, который был открыт в прошлом году. Большой игровой и тренажерный залы, секция для занятий единоборствами, раздевалки, современные душевые, массажный кабинет. Здесь было на что посмотреть. Кроме того, есть еще номера для проживания и отдыха тренеров из других регионов страны, приезжающих в республику для работы с детьми. Далее министр посетил Джайрахскую среднюю школу на 320 мест. В новом учебном году она примет более 40 первоклассников. Это больше, чем в прошлые годы. Впервые к местным ребятам присоединятся дети пограничников, что, по мнению министра, позитивно скажется на общении. В этом году и дети пограничников. Да, и пограничников дети у нас это очень правильно, потому что отдельно. Мы с таким важно, да. Все вместе. Молодцы. У нас и в Магасе все вместе, Да. детский садик все вместе. Все правильно, очень важно. А вот в современном спортивном зале школы с нового учебного года вместе со школьниками будут заниматься и их родители. Не обязательно открывать, потому что когда родители вместе с детьми, у них хоть коммуникация. А то у нас часто бывает, родители своей жизнью живут, дети своей, и вот как вот это было раньше, мы теряем. Побольше надо. Тем более сейчас родители... Соревнования, мама, папа, я, спортивная семья. На территории школы также располагается детский сад на 80 мест. Дети занимаются в различных кружках по рисованию, пению и прикладному искусству. Лев Кузнецов осмотрел помещение во время тихого часа. Дисциплина и порядок здесь на первом месте. По Джайраху мы 100% закрываем вопрос создания. То есть вы сейчас совместились? Да. Ну, правильно. Там и Санпин, и нету, она уже Далее глава Ингушетии проводил высокого гостя на территорию курортной зоны Арамхи. Здесь они осмотрели бассейны «Чайка» и «Дельфин». Это единственные в России открытые бассейны, построенные в условиях высокогорья, что повышает выносливость профессиональных спортсменов. Открытые бассейны наполняются родниковой водой. Плавание в подобных условиях добавляет сил и бодрости, поэтому здесь часто занимаются пловцы сборной России. В этом году сборная Краснодара здесь жили месяц, тренировались. Вот надо это использовать, этот курорт как раз и мог бы быть. Когда для этого надо, да. И, конечно, побывав в горной Ингушетии, невозможно пройти мимо башенных комплексов. Министру показали памятники историко-культурного наследия Эгикал и Вовнушки, древнейший христианский храм Тхаба-Ярды. Гости также осмотрели площадки для проведения международных соревнований по бейсджампингу и боям без правил М1 Челлендж. О развитии внутреннего туризма говорил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета. Лев Кузнецов отметил, что Ингушетия обладает всем необходимым потенциалом, чтобы стать востребованным туристическим направлением. Задача же федерального центра – помочь республике в строительстве инфраструктуры и поддержке местных инициатив. Уже вечером Лев Кузнецов переехал на равнинную часть республики. В городском поселении Сунжа он посетил новую станцию скорой помощи. Ежедневно бригада совершает до 40 выездов в радиус охвата более 45 километров, а услугами скорой помощи пользуется более 105 тысяч человек. Отслеживание передвижения карет скорой помощи по системе ГЛОНАСС позволило сократить время приезда бригад на место и своевременно доставлять пострадавших в лечебные центры. Хусен Гагиев, Ахмед Парчиев, Юнус Цичоев. Новости 24.